Добрый день! У нас сегодня «Культурный перекресток», новый выпуск. И снимаем мы его здесь, в Центральном выставочном зале. Для нас это пространство новое. И я думаю, то, что мы сегодня встречаемся именно здесь, это тоже не случайно. Вчера с таким оглушительным успехом в Русском театре прошел спектакль «Пиковая дама». И хотя первый раз в 2015 году Евгений Владимирович Князев приезжал, и этот спектакль был, и удивляясь тому, как пролетели эти 10 лет, вчера мы были свидетелями такого настоящего триумфа, и абхазский зритель с таким удовольствием посетил вчера спектакль. И сегодня я могу сказать, что все в городе говорят о таком интересном театральном событии. И нам показалось важно сегодня как раз встретиться, поговорить об этом и не только. И гости «Культурного перекрестка» сегодня Евгений Владимирович Князев, народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина и генеральный директор Русского театра Ираклий Хиндба. Ты забыла сказать, что Евгений еще и народный артист Абхазии. Это я хотел добавить и сказать... Пусть добавляет, у нас живая беседа. И сегодня у нас перекресток театральной жизни, перекресток художественной, перекресток разных культур, разных произведений. И сегодня, Евгений Владимирович, мы хотели спросить у вас, наверное, самый главный мой вопрос. Я вчера думала, о чем я хочу у вас спросить. Все-таки, когда в вашей жизни появилась Абхазия? Потому что у нас сложилось ощущение, что мы вас знаем всю жизнь. В 2014 году. Это тот год, когда правительство республики, Министерство культуры приняло решение подготовить молодых ребят для Абхазского театра. И тогда обратилось в Министерство культуры, и по линии Россотрудничества мы набрали, наверное, человек 12-14 молодых людей из Абхазии, которые должны были, закончив, приехать и работать в Абхазском театре. С тех пор мы фактически знакомы, а я сейчас воспринимаю Абхазию действительно как свою родную республику, потому что, понимаете, у меня тоже внутренне болит душа, как ректора театрального института, за тех выпускников, которыми мы занимаемся. Если мы их учим, вкладываем в них душу, энергию, силу, то нам хотелось бы, чтобы они и дальше, когда они заканчивают институты, устраивались в театры и приносили бы эту пользу. Театр – это же великая вещь. И Абхазский театр особенно. Батал Самсонович, я же прекрасно помню, когда мы с вами познакомились, как вы мне рассказывали о значении Абхазского театра для всего народа. Как артисты Абхазского театра, с каким уважением, с каким почтением к ним относились все жители Сухума, с каким воодушевлением люди приходили на спектакль. Наверное, всегда набирались полные залы на эти спектакли. То есть необходимость в театре для людей, она всегда существует, и не напрасно. Федерико Гарсиа Лорка в одном из трактатов театром сказал, что театр в очень короткий срок может поднять нацию на необыкновенную высоту. Театр. Евгений Владимирович, мы сейчас говорим об Абхазском театре или о Русском театре? О театре вообще. Я говорю про Абхазский театр. А Русский театр в жизни моей оказался случайно. И потом, не в тот момент, когда мы познакомились, тогда он, вероятно, не так давно организовался, образовался, получил это помещение, и я был в этом помещении. И если вспомнить то помещение Русского театра, которое я видел в тех 10-х годах, и с тем, что сейчас в этом театре, это два разных помещения. Это как помещение этого выставочного зала. Я
не могу не восторгаться. Я каждый раз вхожу и думаю, ну как же это замечательно, что появилось вот такое культурное пространство, куда можно прийти, и прекрасная выставка, которая внизу, и выставки современных художников абхазских, которые выставлены здесь, и само пространство, которое располагает к тому, чтобы понимать и думать о том, что людям это нужно, и что не хлебом единым жив человек, он все равно тянется куда-то туда выше. Вот у меня такой вопрос. Вы сейчас вспоминали годы учебы наших первых ребят. Я помню, как вы 4 года пеклись о них буквально. Им тяжело было учиться финансово и так, и так. И вы очень много для них сделали. И я бы хотел спросить, вот сегодня уже прошло более 5, да? Больше лет даже. 10 лет. Они востребованы в Абхазском театре, но они часто выезжают и в Россию. Вот вы видели, наверное, их спектакли. Как вам ваши питомцы? Вы довольны ими? Ой, я в предыдущий мой приезд, слава богу, у меня был свободный вечер, и я пошел на спектакль. Был совершенно обычный спектакль, назначенный по репертуару, неподготовленный, не для того, чтобы там показать. Это была мышеловка по Агате Кристи, детектив, не такая высокая драматургия, хорошая там литература, детектив. И я пошел. И что я увидел? Полный, битком набитый зал. В главной роли одна из наших выпускниц Милана Ломия и Руслана Жиба, и других артистов театра, которые не наши выпускники, но все они играли превосходно, прекрасно. Я так удивлен был качеством спектакля, приемом публики, тишиной и той овацией, которую публика устроила артистам после окончания спектакля. Как я могу быть недовольным ими? Я очень доволен. Это самое лучшее, на мой взгляд, признание. Ираклий Ривазович, я хотела у вас спросить. Во-первых, мы вас поздравляем. Недавно мы были на форуме Россотрудничества, и я говорю честно, как есть. Мы пришли в Большой театр, были на вечере, и вдруг среди вот такой торжественной части вечера мы узнаем, приглашают на сцену Ираклия Ривазовича и наградили его медалью Россотрудничества. Да, и это было очень приятно. Еще одно доказательство такой эффективности и всего того, что вы делаете. Приезд Вахтанговского театра в Абхазию, мы настолько привыкли к хорошим театрам, к хорошим спектаклям, что нам кажется это само собой разумеющееся. Но это действительно для нас революционный такой прорыв, потому что это один из лучших театров России, который сегодня приехал в Абхазию, и эти дни идут спектакли. Для наших жителей это прекрасная возможность увидеть лучшие спектакли. Но как это получилось? Это же вообще непросто совершенно. Это действительно историческое событие, потому что театр Вахтангова, который за 105 лет, уже существования, объездил весь мир, и сейчас это театр, в который надо за 2-3 месяца покупать билеты в Москве. Это театр, который работает на 6 сценах, и, конечно, удивительных результатов за последние годы, хотя он всегда был выдающимся театром, безусловно, но вот как-то сейчас, за последние 10 лет он еще больше набрал. И мы мечтали об этом. Я с директором Кириллом Игоревичем Кроком это обсуждал еще 5-6 лет назад. И вот с Евгением Владимировичем мы тоже это как-то обсуждали. Мы понимали, что это очень серьезный, затратный, организационно сложный проект. И, во-первых, надо театру выкроить время в своем расписании для того, чтобы приехать в Абхазию. И вот в этом году Министерство культуры России, лично Ольга Борисовна Любимова и Росконцерт, которые реализуют программу «Большие гастроли», поддержали этот проект. И поэтому мы сейчас имеем возможность здесь, в Сухуми, увидеть
спектакли, смотреть спектакли театра имени Евгения Вахтанга. Иногда мне кажется, что это сон, я так пытаюсь протереть глаза, проснуться, но это реальность, и это прекрасно. Вы сказали, что вчера на «Пиковой даме» среди зрителей были и те, кто прилетел из Москвы. Да, вот вчера из 500 зрителей, по нашим подсчетам, более 200 человек, это были люди, которые приехали специально на этот спектакль из Сочи, из Краснодара, из Ростова-на-Дону, из других городов, и включая Москву, потому что я с этими людьми просто лично даже вчера общался. А я бы этому обстоятельству не уделял большого внимания. Для меня приятнее было, что приехали люди из Гагр, из Пицунды. И вчера после спектакля я встретил вот этих людей, которые приехали оттуда. Они даже не хотели разъезжаться из Сухума. Они ходили по набережной, они заходили в рестораны, пили чай, пили кофе. И вдруг они увидели участника спектакля, и они выражали такую яркую вот эту вот благодарность за то, что они приехали, и вот оттуда-то я и знаю, что они приехали из Гагры. Главное, что в вечернем городе были только те, которые смотрели «Пиковую даму», потому что пока мы с вами дошли пить кофе, вы здоровались со всеми. Знаете, что еще важно? Вот те люди, которые приехали сюда из других городов, я сегодня говорил об этом на встрече со спикером, они остались в Сухуме. Они ходили в рестораны, может быть, и на следующий день. Экономический эффект. Конечно. Вот когда я говорил, что культура способствует не только, скажем, позиционированию общества страны, но и экономическому развитию, и развитию туризма. В данном случае хорошо, что они приехали на спектакль. Это большое событие. Конечно, любые фестивали, они привлекают огромное количество публики, которая ищет очень интересных зрелищ. Да. И если они будут настоящие, то тогда люди поедут откуда угодно, потому что им интересно будет. Это вот как на фестиваль Хибла Герзмава, который проводится ежегодно в Сухуме. И не только в Сухуме, и в Пицунде. Съезжается огромное количество людей. И этому нужно придавать еще больший масштаб. А для того, чтобы этот больший масштаб, для этого должно быть еще больше гостиниц, должно быть больше хороших ресторанов, больше прогулочных зон. Должна Сухумская гора быть отреставрирована и выверена для поднятия наверх. Люди, чтобы поднимались туда, к храму Солнца, к Амре, где когда-то был ресторан этот. И все это должно... Но все я думаю, вокруг что культурных событий должно развиваться. Это необходимо. Это необходимо. Для того, чтобы для объединения, тогда, может быть, человеку не будет хотеться думать о противостоянии друг между другом. Тогда, может быть, и вот эти вот бесконечные междоусобицы, которые существуют в мире на сегодняшний день, может быть, им... Почему говорят, что театр и культура – это посол мира? Может быть, театр и является тем послом мира. Давайте будем спасать мир здесь, на территории Абхазии. Мы готовы принимать послов, но у меня все-таки к Ираклию вопрос такой. Вот за несколько лет такого бурного периода русского театра здесь был вот театр-мастерская, совершенно гениальный спикер. Театр. Да, был театр на Малой Бронной, Вахтанговский. У меня такой вопрос. Выборки вот этих театров, ты определяешь выборку или все-таки Министерство культуры России определяет, кто и когда приедет? Ну, понимаете, очень все-таки важны контакты профессиональные, личные, потому что, во-первых, нужна определенная насмотренность у директора театра, о чем мы тоже сегодня говорили. Директор театра должен быть человеком, который не только своим театром занимается и достигает или не достигает каких-то результатов, но который знает хорошо театральный контекст, и не только своей страны, но вот для нас очень важно то, что происходит в российском театре, потому что мы и ощущаем себя неотъемлемой частью российского театрального пространства. Это для нас источник, и школа, и технология театральная, и конкретные люди, которые занимаются театром, от режиссеров до артистов, да, и менеджеров театральных. Это все наши коллеги, партнеры, люди, с которыми мы работаем, которых мы учимся и которые помогают нам развиваться. И, конечно, есть наши
с нашей стороны пожелания, которые всегда учитываются Министерством культуры России. Это касается не только гастролей, это касается и других проектов, которые мы совместно реализуем. Но театр Вахтанга это была мечта, чтобы это произошло. Еще несколько лет назад это казалось недостижимым. Мы тоже сами, наверное, не совсем были, может быть, готовы организационно как-то еще. Сейчас вот приезжает театр Вахтангова, и, например, как и директор об этом говорит, и работники театра, например, не нужно арендовать оборудование. Обычно театр Вахтангова, куда бы ни приезжал, арендует световое, звуковое оборудование, потому что очень высокие стандарты технические. У нас нашего оборудования оказалось достаточно для того, чтобы на должном уровне провести эти спектакли. Но это приятно. Тогда если это так, я просто этого не знал, тогда ваш театр оснащен очень хорошо, потому что театр Вахтангова у нас такое оснащение световое, что мы с собой фуры возим с оборудованием. Это очень важный аспект, и я вот понимаю, о чем говорит Ираклий, потому что вот если проводить аналогию, вот у нас на первом этаже эти две выставки, присутствие работ из Русского музея, из Бахрушинского музея, из музея Большого театра и как бы высокое сопровождение техническое нам дает возможности прогнозировать большие масштабные выставки. Да. Так и здесь, я думаю, что когда приехал Вахтанговский театр, это говорит о том, что театр готов принять может, театр инструментом обладать, чтобы... И это прекрасно. Вы знаете, я вот о чем думаю. Вот последнее время в рамках сотрудничества и культурного, в первую очередь, знаковыми становятся там, где выступают профессионалы. Например, фестиваль Хиблы Герзмава. Например, я это называю маленькими фестивалями русского театра, когда он приглашает просто гениальных актеров и театр сюда. И я смотрю вот выставочный зал, когда обрел новую жизнь после того несчастья, что тут было, и начало такая выставка российских художников, которую мы многие вообще не видели. То есть мне неудобно, может быть, сейчас говорить, но это связано с Эльвирой Анатольевной, потому что она умеет создавать такое культурное пространство, в котором становится интересно. Даже вот этих абхазских художников, я их всех знаю, всех видел по одному. Но то, как она собрала их вместе, у меня ощущение, что я попал в Третьяковскую галерею, хотя я практически их всех видел в разных местах. Вот вопрос теперь такой. Помимо этого, я просто иногда слышу, происходят какие-то фестивали моды, какие-то странные концерты, какие-то культурные мероприятия, на которые люди не ходят, а если даже пойдут, говорят, ну зачем нам такая халтура? Евгений Владимирович, как вы считаете, достойны Абхазии, абхазский зритель видеть лучшие театры, лучших актеров, лучших? Конечно, достойные абхазские зрители, любые зрители достойны только высокого искусства. Но искусства бывает не так много. И если оно уже мы ощущаем, что это искусство, то тогда это, конечно, нужно постараться, чтобы это как можно больше людей его увидело и чтобы с ним соприкоснулось. Вы назвали фестиваль Хиблы Герзмавы, или я его назвал. Это уникальная певица, это мировая певица, и это гордость Абхазии. Кто с ней приезжает. Да, и она приезжает сюда. Какое счастье, когда можно с этим соприкоснуться, побывать рядом с таким уникальным голосом. И вы один из фестивалей тут в Сухуме. Я принимаю часто участие в ее фестивалях. Она приглашает меня, потому что мне она очень, я ее очень люблю, и я, когда нахожусь рядом, я не ухожу даже за кулисы, я, вернее, стою за кулисами и жду, слушаю, как она работает, и восторгаюсь вместе со зрителями, но только с другой точки. Евгений Владимирович, мы все в нее влюблены и понимаем вас. Вот я хотел как раз продолжить мысль Евгения Владимировича. Вот он говорил про фестиваль Хиблы Герзмава. Это действительно высочайший стандарт. И вот сейчас гастроли театра Вахтангова – это высочайший стандарт. Мы должны стремиться к тому, чтобы очистить наше, я считаю, культурное пространство, поле. И, скажем, когда мы участвуем
как представители Абхазии в каких-то фестивалях даже в России, которые бывают абсолютно фейковые. Очень много фейковых фестивалей, ничего не значащих, где просто ты платишь за участие, и потом тебе дают гран-при или что-то еще. Их тысячи. А есть настоящие. Есть то, где ты действительно доказываешь свой уровень, где участие, которое имеет значение. Но у нас, к сожалению, все как-то на одну доску ставится. Вот здесь, в нашей стране, к сожалению, это так бывает. Ты привозишь награду какого-то престижного фестиваля, тут рядом что-то с фейкового фестиваля, и все это как бы равнозначно оценивается. Это о чем говорит? О том, что если мы эти стандарты не будем соблюдать, мы скатимся, к сожалению, в наших условиях, это можно сделать очень легко, мы скатимся в то, что самое страшное, что может с нами произойти в провинциальность. Что можно сделать, чтобы предотвратить? Потому что, как у Булгакова, разруха не в головах, а не в клозетах. То же самое провинциальность – это состояние ума, состояние сознания, а не географическое расположение или что-то еще. Понимаете, могут быть два учреждения, находящихся в непосредственной близости друг от друга, но они могут жить в разных столетиях. И измерениях. И всякое, понимаете, всякое может быть. Важно вот эту планку для всех сохранять высокую, держать ее и не размениваться на то, что недостойно. Это очень важно. И вот я думаю, что вот когда появляются у нас такие прекрасные пространства, как выставочный зал Сухомский, здесь вот появляется и база для того, чтобы и вот, скажем, в этом направлении держать высокую планку и стандарты высокие. Да, конечно, это очень непросто. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что действительно мы живем в то время, когда достаточно легко стало формировать мнение, да, но долгие, длинные дистанции, они все-таки на стороне какого-то профессионализма, да. И если мы обычно проверяем как, если что-то известно и получило резонанс за пределами Абхазии, да, то есть в профессиональном мире для нас это действительно является таким мерилом профессиональным, потому что, ну, бывает так, что мы тоже живем в отрыве от большого профессионального мира, и поэтому действительно периодически сверять часы и сверять качество – это очень важно. Евгений Владимирович, вот я хотела бы вас спросить, в вашей творческой судьбе очень много интересных героев. Вот сегодня словами какого героя вам хотелось бы сказать вот несколько слов, которые вот как не знаю, как нельзя хорошо характеризуют и наше время, и могут дать какой-то... Вот вчера у вас был замечательный герой, запутавший. Эльвира Анатольевна, я вам могу вот сейчас сказать со всей откровенностью. Мне... Бог его знает, как жизнь повернется, куда тебя судьба поведет и куда она тебя приведет. А судьба дает мне подарок сейчас, представляет. И я начинаю в декабре репетировать Фауста Гёте. И там то, о чем вы говорите, наверное, есть ответы на все вопросы, и также ответов на эти вопросы нету, потому что нам нужно всем разобраться, зачем мы здесь, что есть смысл, для чего мы пришли сюда, как нужно нам существовать, где это та суть человека, ради чего он находится на этой... Очень много этих вопросов, но я вас абсолютно поддерживаю, что должны все быть профессионалы своего дела. Ведь сейчас время, ну, знаете, не хочется вспоминать там Ортега, там «Восстание масс», когда каждый человек теперь на сегодняшний день может все. На сегодняшний день психология человека такова, что если он куда-то к чему-то прикоснулся, если он взял кисть в руку и его научили сделать 3 мазка, он уже называет себя художником. А если вы не поняли, значит, он так видит. А если вы не поняли, и тебе скажут профессионалы, нет, это плохо, это не годится, он скажет, а я вот думаю, не так, как вы, и я тогда буду искать среди людей, которые
не понимают ничего, и не профессионалы, которые, ну, как бы такие домашние зрители или которые около того, которые будут говорить: боже мой, молодец, какой ты художник, как-то это замечательно. То же самое в актерской профессии. Они поступили на какие-нибудь легкие курсы, прошли несколько общеобучающих каких-то тренингов, и они считают себя профессионалами своего дела. Они могут выходить на сцену, играть, они могут говорить мысли тех великих больших людей. Это страшно. Поэтому вот этой галереи мы должны ограждать приход серости. Но мы должны формировать все-таки другое Формировать отношение. вкус людей. Да. Вот. А Ключевая если вещь. люди сопротивляются? Разные люди есть, но я же не говорю там, что это вот такая-то, но на сегодняшний день это так. Все время пытаются учиться, и каждый человек, он прав про себя, когда он говорит: человек может много и может все, но ведь много искусства не бывает. Для того, чтобы выделить одного Левитана, для этого нужно было очень много, там должно быть огромное количество художников. Или чтобы выявить одну Хиблу Герзмава, должно закончить было бы там 100 человек консерватории. И нашлась бы одна она. Да, абсолютно. Так и в художественном смысле, так и в музыкальном смысле. Композиторы, дирижеры, все что угодно. Сейчас очень много делается и поддерживается и в театральном мире. Но где вот тот, который скажет: ах, это вот он человек, который имеет право разговаривать с людьми и говорить, и внедряться в их душу. Театр – это что? Это разговор с человеком, с нам темы, которые волнуют его на сегодняшний день. Я, когда играю ту же самую «Пиковую даму», я понимаю, что она и созвучна сегодняшнему дню, потому что люди очень легко хотят обогатиться. Заработать за один день. Не надо не работать, ничего. И он переживал не о том, что графиня умерла, а о том, что он потерял источник своего будущего богатства. Вот страшно-то, А что... потерял себя. Да. Евгений Владимирович, сейчас в последнее время, куда ни включишь, все время про аферистов. Там люди подкидываются вот такое, быстренько заработать миллион. И когда я вчера смотрел «Пиковую даму», я смеялся. Мы говорю: что ты смеешься? Я говорю: слушай, это мне кого-то напоминает персонаж и напоминает очень местных, я думаю, вас. У меня вот к вам такой вопрос. Вы говорили в самом начале о том, что театр имеет свою историю. Я хотел бы об исторической памяти. Вот в таком маленьком городе Сухуми, Абхазии, в советские времена население больше 450 никогда не было. Было 5 театров. Русский, армянский, греческий, грузинский, абхазский. Они на одном квартале здесь По сути, сейчас, в одном кстати, здании, да. на территории, где стоит русский театр, раньше стоял в стиле модерн театр, там было 3. У нас были просто гениальные исполнители. Маринка, Большой театр, балеты. Мы искушенные, но мы не такие древние, мы еще помним это. И мы хотим это. И вот сейчас, когда я вижу, когда приезжает театр Вахтангова, вы знаете, у меня нету сумасшествия. Я говорю: ну вот так и должно было быть. Вот как бы вот это да, вот так я и привык к такому театру. Но скажите мне, пожалуйста, вот вы стояли на сцене Русского театра. Есть такое понятие намоленности, да, в храме. Достаточно ли намолен сегодня Русский театр? Вот для вас, вот как? Прекрасный театр. Вот организация, я как будто прихожу к себе в театр. Вот организовано так, как должно быть. Приветливые службы, которые готовы сделать, которые умеют, обучены, там монтировщики обучены своему делу, осветители обучены своему делу, звукооператоры обучены. То есть каждый владеет своим ремеслом. Потом театр, он как и наш театр Вахтангова, который вот мы открыли там прекрасное пространство музейное, интерактивное, которое называется «Гений места», а здесь прекрасный музей открыт Фазилию Искандеру посвященному, который очень быстро сделали. И ты понимаешь, что
люди, которые живут в Сухуми, руководят этим театром, они обеспокоены тем, чтобы увлечь зрителя и удивить его, и чтобы этому зрителю захотелось еще раз сюда прийти. Он захочет, если он увидит, во-первых, хорошие спектакли, потом он увидит хорошее пространство, где ему приятно находиться, где это будет не разруха и не раскачанный кресло. Поэтому этот театр в прекрасном состоянии сейчас находится. Ираклий Ривазович, абхазский зритель какой он? Абхазский зритель... Наверное, он другой, да? Зритель, который открытый, кстати, вот, который готов вот как-то, знаете, впустить в себя вот эту энергию со сцены, которая идет, готов эту энергию вернуть. Но это зритель, на самом деле, который нравится всем. Вот кто бы ни играл перед абхазским зрителем, этот зритель всем нравится, конечно. Но он такой эмоциональный, мне кажется, достаточно благодарный зритель, хороший зритель. Но задача ведь состоит в том, чтобы сделать потенциальную зрительскую аудиторию шире, расширить ее. Мы вот этим и занимаемся все эти годы, потому что, по сути, зрительская культура в Абхазии была утеряна за последние десятилетия. Я думаю, где-то вот с середины 80-х годов шел процесс неуклонного утрачивания зрительской культуры. К сожалению, судя по тем изучению истории, фактов и материалов, которые у меня есть. И очень сложно вернуться хотя бы к представлению нашим о том, как было раньше. С другой стороны, я сейчас понимаю прекрасно, что то, что мы делаем сейчас, мы играем 270 спектаклей в сезон. Такого количества спектаклей не играл никогда ни один театр в Абхазии на протяжении 20 века. Такого не было никогда. Это почти ежедневно. В советское ежедневно. время такого не было. То есть получается, что мы, безусловно, мы что-то сделали очень важное, необходимое, но мы, конечно, ориентируемся во многом на аудиторию туристическую, на гостей Абхазии. Это прекрасно. Это замечательный зритель. Я сказал, что надо перед нашим театром поставить памятник русскому туристу просто, потому что действительно это очень важная аудитория. Но наша задача расширить вот свое влияние внутри, собственно, абхазской аудитории, потому что, вот как Евгений Владимирович сказал, ключевую вещь, на мой взгляд, воспитание вкуса. Вот, мне кажется, задача искусства сегодня, одна из важнейших задач, это именно воспитание вкуса, потому что падение вкуса – это падение морали, это падение вообще вот какого-то человеческого облика, разрушение. Это, по сути, это утрачивание перспектив каких-либо для такого развития в современном мире. Вкус – это очень важно. Он определяет ценности, приоритеты, ориентиры и цели, задачи, которые ставит перед собой человек. И искусство в этом плане, оно очень важно. И вот то, что вчера делал Евгений Владимирович, как это было, это я обратил внимание, как это было выверено, как это без ненужных перехлестов, где нужно это было сдержано, где-то собрано, где-то открыто. Это филигранная работа большого артиста, который знает, что такое художественный вкус. Художественный вкус. И это вот вчера я просто наблюдал за этим, понимал, что есть у кого учиться. Ираклий Ривазович, люди многие иногда не понимают. Вы могли бы сказать, сколько сегодня есть спектаклей на абхазскую тематику? В нашем театре идут спектакли по произведениям Фазилия Искандера, по произведениям Баграта Шинкуба, по произведениям Даура Зантария, по произведениям Джумы Ахуба. В планах у нас расширение палитры абхазской драматургии. Это прекрасно. Прекрасно. Это он просто называется Русдрам, а это Абхазский русский театр. Это театр, представляющий лицо Абхазии. И я вам скажу, что в России Русдрам ждут, когда они приезжают на фестивали, либо с гастролями какими-то, залы всегда наполняются, потому что шлейф за театром очень такой серьезный, он как бы
попробуй, собери публику. Публика – вещь такая сложная. Она покупает билет, и она идет, мы как бы дали ей аванс. И если ты эту публику не поведешь за собой, если ты не удивишь ее, если вот нужно попробовать на сцене существовать так, чтобы любой человек, зритель, сказал: а я так не могу, а как это он умеет сделать вот так, что я так, наверное, не смогу. Удивить чем-то, зацепить. А вот то, что о вкусе говорит Ираклий, это абсолютно, потому что никакое искусство без вкуса быть не может. Знаете, я вот так воспринимаю любой спектакль. Если я в течение вот этого действия чувствую себя вовлеченным, и ощущение у меня, что я там один из тех, о ком речь идет, значит, спектакль состоялся. Ну, что эмоциональное. Но, может конечно. быть, я просто знаю, у меня это происходит с вашими спектаклями. Я очень много смотрел за последние 10 лет вахтанговские. Я помню Питер, когда «Царь Эдип». Я там сидел и думал: господи, куда я попал? Мне все время казалось, что я сейчас под вот этой трубой погибну. Труба же вас смущала. Наверное. А смущало вас то, что мы все попадем под горнило ответственности перед судьбой. Я очень Потому что эта труба да. – это судьба, которая катится на нас, и она тебя либо раздавит, либо она тебя не тронет. Ну, вот выносишь всегда... Это смысл это театра смысл. тогда. Выносишь всегда, вот запоминаешь ярко одну мысль. Вчера это, конечно, финал блестящий. Пиковая дама – это тайная недоброжелатель. Раз книга закрылась. А «Царь Эдип» для меня вот фраза, которую вот просто запомнила, что человек всегда отвечает за свои, или ошибки, или действия, даже за те, которые он совершил неосознанно. То есть мы отвечаем за все. Знаем ли мы это или не знаем, но это вот самая такая вот яркая... Евгений Владимирович, что мы все о театре и о театре? Вы уже 10 лет приезжаете, почти 10 лет приезжаете в Абхазию. Вот я хотел бы задать... И при этом часто, иногда, когда мне повезет, я вас сопровождаю, в последнее время вы недоступны, к вам трудно прорваться, надо забронировать доступ к вам. Говорит человек, который с вами несколько дней Я провел. хочу спросить, вас всегда интересовало состояние культурного наследия. Вы уже неплохо разбираетесь, во всяком случае, в историческом части городского. Как вы считаете, в каком она состоянии? Нуждается ли она еще в каких-то ресурсах человеческих и... И изменения происходят колоссальные, конечно, они происходят, но колоссальные, конечно, хотелось бы, чтобы это все было быстрее, чтобы ты приехал и ты узнать ничего не мог, но то, что меняется, и то, что там ты видишь, приезжаешь, и вдруг, а здание это было в прошлый раз в таком разваленном состоянии, а вдруг прекрасно отреставрировано и сделано. На набережной такие здания. Я вижу, гостиница «Абхазия» сейчас начинает реставрироваться, ремонтироваться. Я понимаю, что для того, чтобы это все восстановить, требуются годы, но удивительно то, что Сухум, да как красив, и даже пока еще, даже в не совсем, не отреставрированном виде, он вызывает такое чувство восторга, когда ты видишь разные здания, разные виллы, дома, вот эта горка, подъем туда, и ты думаешь: боже мой, какой же необыкновенной красоты в скорости будет Сухум. Да, спасибо. И очень хотелось бы. А потом сколько старины здесь еще. Не забывайте, сам Симеон Канонит, который прибыл сюда посланником Христа, разносил вести, да. А какие храмы в Лыхны, например? Да, Евгений Владимирович, остатки древнего храма. На одной из конференций в России, как-то мы говорили об этом, вот статистика, она всегда удивляет. Дело в том, что на территории Абхазии, такой маленькая, зафиксировано более 150 храмов, начиная с римского периода, 150, и современных действующих, которые есть.
На территории Абхазии 5 театров было. При населении в один стадион московский поселился бы. И они каждый день давали спектакли. Населения мало, а приезжает сколько сюда за солнцем, за воздухом, за морем людей. И пусть не только россияне приезжают, пусть весь мир приезжает. Так Нам есть чем здесь гордиться. вопрос у Вам меня есть к чем вам. здесь гордиться. Ну вот я считаю, что это мало, что вы вот приехали вот сегодня на 4 дня. Мы хотим, чтобы вы приезжали хотя бы в полгода раз или хотя бы в год раз. В Насколько? год раз, но надолго, да? На 3 дня. Нет, нет. Должно развиваться свое искусство, должно быть свое. И вдруг в какой-то момент вот этот вот фестиваль, гастроли театра, приезд Хиблы, это вот как бы чуть взбудораживает, но люди и театр должен ходить в свой театр, а он прекрасно. Вы присутствуете все время в нашей культурной жизни. Это вы народный артист Абхазии. Был фестиваль Хиблы. Потом был марафон знаний. Сегодня Вахтанговский театр. Все время что-то возникает. Самолеты кто? А самолет кто первым прилетел? Кто первым самолетом прилетел? Значит, это все вот, да, так вот какая-то синергия существует, которая Ну которая вот дает нам всем ощущаете быть дополнительную ответственность своего участия в жизни. Я под тяжестью ответственности, наверное, умру, потому что я за все несу ответственность и за Абхазию, и за свой институт, и за театр, за все. Я за все отвечаю. Я правда, мне говорят, ты не волнуйся. Я говорю, ну как не волнуйся? Мне же, если мы будем учить, значит, мне нужно, чтобы они приехали сюда, чтобы ребята вернулись, мы их обучим. Они вернулись. Мы же в этом году начинаем новую программу. И если кто еще не слышал, если кто-то не слышал, то и кто-то хочет посвятить себя театральному делу, знайте, и для абхазского, и для русского театра мы набираем молодых людей, которые бесплатно могут учиться в Москве с тем, чтобы после окончания приехать и работать в Сухум, в русском или абхазском театре. Но для этого конкурс надо выдержать здесь просто так. Кстати, вы не считаете, что надо кого-то специалистов из Абхазии пригласить, и можно было обсудить, который будет обучать их там абхазскому языку, Ну, это же практика речи? была у вас. Это будет совместный курс. У нас для детей, которые будут учиться абхазскому театру, для них будет и педагог по абхазскому языку. Обязательно, да. Обязательно будет. А вообще, конечно, идеально, чтобы актеры, которые работают в Абхазии, могли свободно и чисто говорить на сцене и по-абхазски, и по-русски, что владели... Но это универсальность, да, способность, конечно. Но Это насколько... было очень хорошо. Я, конечно, не понимаю и не знаю абхазский язык, и произношение тоже не понимаю. Но важно, чтобы в театре был очень чистый язык, Да. с произношением каждого звука, каждой буквы, чтобы он был тем, как вот так нужно разговаривать. Вот это и есть сохранение языка. Это вот есть ты несешь культуру языка. Не напрасно, русский Эталонный язык. язык, да? Русский язык, он он по всей России как бы основной. Но год русского языка. И театры являются носителями и продолжателями, и сохраняют культуру языка. Да. Это важно. Как вы считаете, на данный период, понимая, что происходит политическая жизнь, культурная, экономическая, какие наиболее удачные мероприятия или направления можно было бы развивать, чтобы и в Абхазии ждали это с удовольствием и с уважением. И в России тоже не было фрустрации, что она свои деньги тратит на Абхазию, а на что-то. Как вы думаете? Я думаю, что нужно придумывать новые формы, предлагать какие-то, может быть, какой-то фестиваль. Мы договорились, что можно там организовать, мы там, как в Владикавказе, мы придумали фестиваль Вахтангов, возвращение домой. Можно и здесь придумывать какой-то фестиваль национальных театров русского, абхазского, соединять, выходить на улицу, делать какие-то шествия. Как привлекать людей и говорить, что это
может быть интересно. Это зависит от творческой составляющей любого человека. Не сделайте для меня, а вот я предлагаю. А если возникнет такое предложение и придут с этим в Министерство культуры, то хорошо бы, чтобы это поддержали. А для того, чтобы поддержать, для этого нужно какую-то форму там финансовую тоже подкреплить, потому что нужно какие-то вот вещи. И тогда это... А люди очень откликаются. Вот ты выйдешь на улицу, что такое театр? Ты выходишь, ты становишься, стоишь, невыразительно работаешь, люди проходят там или там читаешь стихи, люди посмотрели, прошли мимо. И вдруг они останавливаются, когда они видят что-то неожиданное и необычное, и начинается, и вокруг тебя собирается толпа. И вот и говорят, что такое хороший артист. Хороший артист, когда он расстелил коврик, вышел, и вокруг тебя собралась толпа, и вот тогда ты артист. Ты уже артист, тогда да. ты можешь. Да. А так... каждый объяви себя. Да. То есть, что бы ни делали, главное, чтобы это было качественно. Да, конечно, конечно. Ира Перевазович, а вот Дягилевская «Удиви меня» сегодня тоже работает. Безусловно. И вот я продолжаю мысль Емельяна Владимировича. Хороший артист, еще для меня, как для директора театра, это тот артист, еще именно афиша, это гарантия полного зала. Как, например, Евгений Владимирович. Но это вот об этом и речь, что вот тот, кто может удивить, тот, кто может вовлечь, тот, кто может что-то важное сказать, через автора сказать людям, которые сидят в зале. И люди это услышат и поймут. Это очень, очень, очень важно. Но, конечно, Абхазия – это такое благодатное место для фестивалей театральных. Я думаю, что обязательно что-то должно получиться в этом отношении. Тем более уже у нас, например, большой опыт у нашего театра. Мы ежегодно служим принимающей площадкой для гастролей российских театров, и уже есть опыт соответствующий. И можно, конечно, подключить и абхазский театр, и другие площадки, и на улицу выйти, уличный театр, и какие-то открытые другие пространства. Главное, чтобы созрела концепция правильно, но я думаю, что в этом направлении работа должна вестись, и она будет вестись, и что-то обязательно произойдет в ближайшее время. Тогда успехов нам всем. Просто настолько большое место занимает и театр, и изобразительное искусство, и музыка в нашей жизни. Я иногда думаю, а если это все убрать, то как проживать свою человеческую жизнь, эмоции? Да, никак, как? Невозможно. Потому что и театр, и вообще все искусство – это миссионерское дело. Мы несем для того, чтобы там что-то. Большое вам спасибо. Мы расстаемся только для того, чтобы через час встретиться в театре и продолжить уже там.